Здравствуйте! В эфире новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. И вначале коротко о главных темах выпуска. Избирательные участки открыли свои двери ровно в 8 утра. Долг выполнил, и все, и домой пошел. Как всегда, раньше всех. Встретил первых голосующих и следил за ходом выборов в первый день. Салават Мухаммадуллин. Пора прогнозов. У нас были моменты, но так сильно не падали. Какой в Татарстане ожидается бюджет республики, узнал Дмитрий Аренин. Главное – сохранение и развитие. Некая как конституция, как мы, в каких пределах можем мы работать, где, в какой зоне, что может быть. В Казани презентовали концепцию развития исторического центра. Каким он будет через 10-15 лет, знает Вероника Гайнутдинова. Голосование в новой реальности. Здравствуйте. Я хочу проголосовать. На избирательный участок в Казани пришел робот. Какой выбор сделала умная машина? Подробности у Натальи Мезиной. Сегодня стартовало главное политическое событие года. По всей стране начались выборы. Татарстанцам предстоит избрать президента республики и депутатов различных уровней. В 8 утра открылись все избирательные участки. С первых минут их работы туда уже шли первые голосующие. Каким стал этот день? Оценка хода голосования и мнение экспертов у Салавата Мухаммадуллина. Отдать свой голос идут по пути на работу и даже встав пораньше в свой выходной. На 154-м избирательном участке оживленно уже с раннего утра. Мне сегодня удобно, пока время есть. Долг выполнил, и все, и домой пошел. Как всегда, раньше всех. Потому что в выходные некогда будет. Занятый огородом. Сегодня первый день выборов. Процесс будет длиться 3 дня. Как объясняют в ЦИКе, такой срок, а также другие принимаемые меры ради безопасности, чтобы избежать массового скопления во время пандемии. Выборы в республике под пристальным вниманием. По оценкам Центральной избирательной комиссии Российской Федерации все идет согласно графику, календарному плану. И самое главное, что идет все в штатном режиме. Видеонаблюдение, QR-коды, КАИБы, прозрачность и безопасность процесса в приоритете. Сегодня журналистам продемонстрировали надежность сейф-пакета для бюллетеней. Давайте. А что вы так слабенько? Я же порвите. Кстати, пакет так и не порвался. За ходом выборов наблюдают и сами голосующие. Одним из первых сегодня заполнил бюллетень депутат Госдумы Айрат Фарахов и рассказал, как это было. Мне вручили маску. Я обработал руки, я получил одноразовую ручку. Сама процедура регистрации проходит очень быстро. Перед началом голосования все участки прошли проверку Роспотребнадзором. Ради безопасности сокращено количество действующих кабинок. Теперь они работают через одну. Кроме этого, разделены потоки избирателей. Входящие и выходящие не пересекаются друг с другом. Вчера вечером мы объехали все оставшиеся школы и можем констатировать то, что на сегодня к утру все избирательные участки готовы и все меры безопасности на них соблюдены в полном объеме. Маски, перчатки, ручки и дезинфекция на участках по умолчанию. Все меры приняты. Выборы начались. Салават Мухаммадуллин, Рамиль Шайдуллин, Ильшат Мухаметов, Марат Зайдуллин, ТНВ. Казань. Каждый проголосовавший житель Казани получит специальный браслет «Я проголосовал». Их можно получить на избирательных участках. Браслет дает право посетить 13 сентября интерактивную программу около стадиона Акбарс-Арена и концерт с участием звезд эстрады. Праздник начнется в полдень. На площадке будут организованы зоны киберспорта и экстремального спорта. Оборудуют литературный дворик. А в рамках спортивного часа можно будет сдать нормы ГТО. На сцене выступят Нюша, группа «Добро», хор Турецкого, Анвар Нургалиев, Гузель Уразова, Салават, Клаву Кока и Валерия. Завершится концерт праздничным салютом. Депутаты, артисты и общественные деятели сегодня оказались на участках одними из первых. И почему они пришли делать свой выбор утром, в самый первый день голосования, рассказали Рамилю Галиуллину. Одной из первых сегодня на свой избирательный участок пришла Лейла Фазлеева. Вице-премьер традиционно проголосовала в 3-й гимназии. Бросая бюллетень в урну, отмечает, что важно лично для нее. Я голосую за тот Татарстан, в котором будет жить мой сын. Это первое, я мама, поэтому это объективно наше с вами родительское обязательство.
В хорошем настроении и со своей маской. На свой мобильный избирательный участок в первой половине дня пришел Марат Ахметов. Проголосовал заместитель председателя Госсовета вместе с супругой. Конечно, мы связываем судьбу с более, еще лучшим, более комфортным уровнем жизни жителей нашей республики. Голосуем за процветание нашего родного Татарстана. На участок только после измерения температуры. Свой гражданский долг вместе с женой выполнил Ильсур Медшин. Градоначальник проголосовал в 129-й школе и призвал последовать его примеру. Дорогие казанцы, приходите и обязательно проголосуйте. Выберите завтрашний день нашего города, нашей любимой столицы. По-прежнему меры безопасности на избирательных участках на первом месте. Формат аналогичен голосованию по поправкам в Конституцию. Строгий режим индивидуальной защиты в 56-м избирательном участке. Сюда выразить свое мнение пришла председатель Общественной палаты Зиля Валеева. В ее семье уже 4 поколения избирателей. Самая старшая из них моя мама, которая 91 год. Самая младшая моя внучка, второкурсница. Практически сегодня все на разных участках будем голосовать. Проходите. Также в мобильном участке заполнил бюллетени Владимир Вавилов, основатель благотворительного фонда и депутат Госсовета. По прописке проголосовал, сделал свой выбор. Первый за стабильность, за процветание родного Татарстана. Роман Шайхудинов голосовал с утра в городе будущего и на полисе. Здесь избирателей встречали роботы. Обработайте руки антисептическим средством. Устойчивое системное развитие региона, устойчивое системное развитие вот таких проектов – это возможность для того инновационного развития населения, привлечения человеческого капитала. Не дожидаясь конца недели, свой выбор сделал и Александр Сладковский. Маэстро проголосовал в Зеленодольском районе. Мои дедушка и бабушка мне говорили всегда, я помню это с молоду, не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. От нашего выбора зависит наше будущее. Чтобы сделать свой выбор, у татарстанцев еще есть время. Предварительное голосование продлится до воскресенья, главного дня выборов. Рамиль Галиуллин, Чулпан Касимов, Алмаз Зиединов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань, Зеленодольский район. Выборы в шаговой доступности. В Татарстане сегодня открылись без малого 1000 избирательных участках на придомовых территориях. На оживленных перекрестках, в больших дворах и у крупных магазинов припарковали специальные автобусы и установили шатры. Такое антикоронавирусное ноу-хау опробовали еще в июле на голосовании по Конституции. Где найти выездные участки и как они будут работать, узнал Дмитрий Аринин. В этих автобусах проверяют не билеты, а температуру. Всем входящим избирателям вместе с бюллетенем выдают маску и ручку. Кабинка и урны для голосования в центре салона. Хорошо продумано, подготовлено. Так что все замечательно. Все элементы голосования соблюдены. Удобно. В существующей ситуации, конечно, это правильное решение. Это прелесть. Я вон туда пошел, оттуда вернулись. У вас во дворе как автобус стоит. Такие выездные участки расположились неподалеку от здания, где голосование проходит обычно. К примеру, в помещении 116-го лицея участок откроется после обеда, когда ученики уйдут домой. В связи с тем, что организован учебный процесс, мы выезжаем по месту жительства избирателей и осуществляем прием с 8 часов и до 13 часов дня. Узнать избирательные автобусы можно по плакатам о выборах на их салоне. Также рядом дежурит полиция, а за процессом следят наблюдатели. Здесь все прекрасно видно, то есть занимаем очень удобную позицию. Выездное голосование проходит и в специальных шатрах, в них все элементы участка. Ветер маленько помешал, а так все нормально, пришли, ни очереди, ничего нету, проголосовали и ушли. Всего в Татарстане выездных участков будет 972, их адреса и время работы можно узнать на сайте Центра избиркома республики. Голосование на придомовых территориях будет проходить сегодня и завтра, а уже 13 сентября весь избирательный процесс переместится на стандартные стационарные участки. Дмитрий Аринин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Одними из первых сегодня в день дополнительного голосования свой выбор сделали супруги Шагидуллины из Московского района Казани. Марсель Сагитович и Резида Аухатовна – инвалиды по зрению с детства, но голосуют всегда. Раньше они делали это вместе с сынишкой, который зачитывал родителям информацию о кандидатах. Сегодня супруги сделали свой выбор самостоятельно. Специально для них на участок привезли бюллетени шрифтом Брайля. Кроме того, здесь дежурили и волонтеры. Добавим, что на этом 160-м участке на территории 102-й Казанской гимназии есть абсолютно все для голосования людей с ограниченными возможностями. Предусмотрели даже лупу и очки на случай, если у кого-то возникнут сложности с прочтением текста бюллетеней.
Сегодня мы, используя трафарет по Брайлю, сами проголосовали, сами поставили галочки. Очень удобно, очень большое спасибо. Я голосую каждые выборы. Я считаю, что это мой долг. Трафареты нам, так сказать, предоставили. Книги Брайля у нас есть. Кнопка вызова есть, так сказать, доступная среда. По мере возможности мы также все организовываем. Никаких самовольных решений быть не должно. Рустам Минниханов призвал чиновников максимально взвешенно подойти к составлению бюджета республики. Прогнозы казны на ближайшие 3 года сегодня представили в Доме правительства. Как отметили, этот год из-за коронавируса получился одним из самых тяжелых для мировой экономики. Татарстан не досчитался более 30 миллиардов рублей. Принятие бюджета предстоит напряженным. Такого не припомнят с 90-х. Как планирует выходить из ситуации, узнал Дмитрий Аринин. Этот год у нас очень сложный. Уже у нас 34 или 33 миллиарда. А минусом мы идем. Такого не было. Так снизился уровень доходов по сравнению с прошлым годом. Брешь образовался из-за баллов сборов по налогу на прибыль. 80% из сокращения нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+. По размеру потерь Татарстан оказался на 4-м месте среди регионов страны. У нас были моменты, но так сильно не падали. Поэтому доходная часть бюджета очень напряженная. С учетом состояния экономики в Татарстане 4 месяца разрабатывали проект бюджета республики. По прогнозам, на будущий год доход составит почти 272 миллиарда рублей. При этом расходы оцениваются в 274 миллиарда. Дальше хуже. Ждут, что к 2023 году дефицит будет только расти и превысит 3 миллиарда рублей. Рустам Минниханов призвал чиновников избавить бюджет от необоснованных чрезмерных трат. Сразу предупреждаю, какие-то хотелки. Мы столько вложений, как в этом году, к столетию, конечно, мы очень много сделали. Таких возможностей не будет. Надо программы постараться оставить все, но по объемам посмотреть. Несмотря на дефицит, бюджет Татарстана должен сохранить свою социальную направленность. Расход на социалку составит 3/4. Учтут и повышение зарплат бюджетникам и республиканские программы. Планируют продолжать строить и ремонтировать объекты здравоохранения, культуры, образования. В составе программ, как и в текущем году, предусмотрены мероприятия в рамках национальных проектов. После распределения федеральными министерствами средств по конкретным нацпроектам в состав бюджета республики дополнительно будут включены соответствующие объемы расходов. Примечательно, что если бюджету Татарстана денег не хватает, то у фонда ОМС их с избытком. Из-за пандемии плановой медпомощи люди воспользоваться не смогли. Рустам Минниханов поручил в кратчайшие сроки выполнить положенное. Садыков здесь. Думайте так, как чтобы оказать услугу населению. На самом деле. Самович, мы выполним, да? Но не приписками, а реальными оказанными услугами. По прогнозам, экономика все же начнет выправляться, и дефицит получится покрыть. Прибыль должны принести недавно открытые производства и малый и средний бизнес, который снова заработает в полную силу. Большие надежды возлагают в том числе и на интернет-торговлю. С открытием распределительных и логистических центров Валберес, Озон, X5 Татарстан становится важным логистическим хабом, центром интернет-торговли. Для предприятий республики открываются новые возможности продвижение продукции на российские и зарубежные рынки, на расширение рынков сбыта и снижение транспортных и логистических затрат. Бюджет Татарстана предстоит принять Госсовету. Рассмотрение начнется в октябре. Дмитрий Аринин, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Сохранить и развить. В Казанской ратуше Рустаму Минниханову сегодня представили концепцию развития исторического центра города. Транспортная развязка, пешеходные площадки, развитие пустующих участков и создание зеленых зон. Президент предложил концепцию вынести на общегородское обсуждение. После она уже станет таким нормативным документом. Он будет регламентировать рамки для строительства в центре и станет ориентиром для других исторических городов Татарстана. Доложу вам коротко о тех сегодня проектах. 2 года работы и инновационная концепция готова. Ее разрабатывали архитекторы, урбанисты, специалисты в области градостроительства и культурного наследия. Сегодня концепцию развития исторического центра Казани представили президенту. Как конституция, как мы, в каких пределах можем мы работать, где, в какой зоне, что может быть. Те или иные направления, они будут не чиновниками разрабатываться, а по конкурсу мы будем приглашать
разработчиков. В застройке исторического центра теперь будет единый подход. Какой высоты здания, предпочтительные материалы, городская композиция, особенность архитектуры. Задачи, которые сегодня мы обозначили, они будут уже регламентированы в конкретные документы, и инвесторы, застройщики будут четко знать все параметры по каждой территории. Здание, улицы, ландшафт, предназначение. Особенность концепции – единое комплексное развитие территории. Полностью прописан, каким должен быть ландшафт в зависимости от природного рельефа. Например, архитекторы предлагают объединить все сады и рощи в 3 садовых кольца и создать доступ к акваториям. В концепции заложено, каким образом сделать центр города более проницаемым, более комфортным для движения пешеходов, чтобы среда была самоштабной человеку, потому что не секрет, да, что человеческий глаз, он до 5 этажей воспринимает архитектуру окружающую. Планируется, что в центре города вырастет и количество жителей с 45 до 75 тысяч человек, и рабочих мест станет больше на 5 тысяч. После принятия концепции ожидают увеличения частных инвестиций и доходов от туризма. Даже если вы посмотрите между Бауман и Петербургской, там между Тукай и Нариманова, полно пустующих дворов, снесенных гаражей, они совершенно ничем не заняты. И это возможность роста функции жилья, например, или гостиничной, торговой. Будет создаваться среда именно в тех пустых пространствах. Вот мы, лично я и вообще наша группа очень надеемся на территорию Забулачи, там, где сейчас пустыни. Главное в концепции – сохранение культурного наследия. А еще архитекторы предлагают восстановить уже утраченное. Проходя или проезжая по улице Ершова, мало кто знает, что это место рядом с церковью Святой Варвары имеет историческую значимость. Оно связано с Пушкиным, Пугачевым, арестантами, которых отправляли на каторгу в Сибирь. Место как раз и называлось Сибирская застава. Теперь по новой концепции ему вернут исторический облик, восстановят и благоустроят территорию. Концепцию Рустам Минниханов предложил вынести на общегородское обсуждение. Оно состоится в течение месяца. Реализация всех идей займет до 15 лет. Вероника Гайнудинова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Кроме этого, президент отметил, что нельзя забывать о пригородных районах. Об этом он говорил накануне во время прямого эфира. Так, сейчас разработаны проекты по улучшению транспортной доступности. Речь идет о городских поселках – Дербышки, Каюки, Салмачи и многих других. Порядка 100 тысяч населения. Дойти до Богородского. Вот сейчас они и выехать на М7. Здесь, да, здесь трасса сегодня проходит по полям. Сделать капитальную дорогу, и это позволит выезжать на М7. К 2025 году у Горьковского шоссе появится дорога-дублер. Она соединит улицу Несмелого с трассой М7. Об этом сегодня говорили в Министерстве транспорта Татарстана. Также там сообщили о строительстве Вознесенского тракта. Наряду с разгрузкой Мамадышского тракта он освободит от заторов поселковые дороги. Его строительство планируют на следующий год. Так, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году будет отремонтировано более 90 километров дорог. Это значит, что треть транспортных артерий будут отвечать нормам. Нельзя сказать, что у нас очень свободно ездить, но, по крайней мере, те 10-бальные пробки, которые были, нам удалось их избежать. Но это не позволяет нам нисколько расслабляться, потому что работать надо на перспективу. Насколько правдивы слухи о грядущей девальвации рубля и что сейчас влияет на курс валюты? Вместе с экспертами попытались выяснить журналисты «Реального времени». Читайте сегодня. Олимпийский патруль высадился в Нижнекамске. В город приехали легенды российского спорта. Уникальную возможность пообщаться с ними и получить мастер-класс от чемпионов смогли воспитанники разных спортивных секций. Гости с удовольствием делились с юниорами секретами своего мастерства и не скупились на похвалы. Все увидела Светлана Звонарева. Получить такую похвалу дорогого стоит, ведь звучит она из уст олимпийской чемпионки по фигурному катанию Екатерины Бобровой. Эту тренировку ребята и их наставники запомнят на всю жизнь. Общение с олимпийской чемпионкой – это уже подвигнет их на катание, на более высшем уровне, как говорится. Они будут стараться выполнять все элементы. В это же время на другой спортивной площадке еще один мастер-класс. Здесь все внимание на легенду легкой атлетики Ирину Привалову. Здесь в числе счастливчиков Рафаэль Гатиатуллин. Он получил несколько советов и комплименты от олимпийской чемпионки. Она знающий человек. Она как бы всем уже не первый год, так сказать, занимается. Поэтому она очень дорого стоит. Я осталась очень довольна, потому что поняла, что у нас, в принципе, есть резерв.
Свою порцию мастерства чемпиона мира Глеба Бакши получили и боксеры. По словам гостя, потенциал у нижнекамских ребят есть. Здесь хорошая школа, и они наше будущее, поэтому мне приятно смотреть, как они растут. И сейчас, возможно, сегодня в этом зале присутствовал какой-то будущий чемпион. Олимпийский патруль в Нижнекамске побывал впервые, но и гости, и хозяева сошлись во мнении, что встреча еще будет, как и будущие победы. Светлана Звонарева, Александр Харин, Фахри Исламов, ТНВ, Нижнекамск. Сегодня в Казанском аэропорту был зафиксирован мировой рекорд в буксировке 16-тонного самолета. Его установил русский «Халк» Сергей Агаджанян. Ему удалось совместить сразу два вида силового экстрима. Рекордсмен не только осуществлял буксировку, но и до разрыва надувал медицинские грелки. Впервые рекорд был установлен без специальных приспособлений. Как это было и какой подарок теперь ждет Казань в честь столетия ТССР, расскажет Юлия Муратова. Хотим установить новый рекорд России. И не только в России, но и во всем мире 43-летний лидер силового экстрима «Халк» Сергей Агаджанян уже через несколько минут станет двигателем 16-тонного пассажирского самолета. Ранее уже передвигал автомобили, катера и поезда. Друзья, поддержали Сергея! Поддержали! Трюк не только сложный, но и зрелищный. Такое никому не удавалось. Сергей не только тянет на себе многотонный самолет, но и надувает до разрыва медицинские грелки. Это сразу два вида силового экстрима. Не мешает даже встречный ветер в 13 метров в секунду. Рекорд Сергея составил 33,4 метра за 1,5 минуты. До этого в России никто не устанавливал такой силовой рекорд без каких-либо приспособлений. Сергей, поделитесь своими эмоциями. Эмоции, естественно, приподняты. Я готовился к данному трюку номеру более 2 лет. Я рад, что мы его сделали именно в Казани в честь столетнего юбилея. Такой подарок он преподнес республике в честь столетия ТССР и аэропорту лично. В этом году воздушная гавань Казани подтвердила свой статус 4 звезды. Готовился к этому номеру более 2 лет, и дело тут далеко не в самой массе транспортного средства, я это отмечал отдельно. Многое зависит от самой конструкции самолета. Его очень трудно, как говорят экстремалы, снять. Он установлен как рекорд России, но аналогов в мире не существует. Поэтому мы можем смело сказать, что это мировой рекорд. И более того, Федерация силового экстрима России будет номинировать этот рекорд в Книгу рекордов Гиннесса. В Книгу рекордов Гиннесса впервые попадет Казанский аэропорт. Мы восхищены волей, мощью и выдержкой Сергея и очень благодарны ему за невероятный рекорд, который он поставил в честь празднования столетия ТССР и поддержку звездного статуса аэропорта Казань. Повторить и усовершенствовать рекорд Сергей Агаджанян собирается в Подмосковье в память Владимира Турчинского. В сценической части вместо 3 грелок будут порваны уже десятки. Юлия Муратова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. В Татарстане активно голосуют не только люди. Сегодня на участке в Казани появился необычный избиратель – робот Ева. Законны ли такие выборы и что из этого получилось? С умной машиной пообщалась Наталья Мезина. Нет, это не новый фантастический фильм, это обычный день голосования на обычном избирательном участке. Вот и преподаватель КФУ, робот Ева, сегодня впервые делает свой выбор. Для нее это особенный день. Я хочу выразить свою гражданскую позицию. Пока все по правилам. Найти члена комиссии по месту жительства, предъявить паспорт, но, кажется, что-то пошло не так. Здравствуйте. Я хочу проголосовать. Здравствуйте. Сколько вам лет? Мне 3 года. Вы не можете проголосовать. Как же? Вот такая суровая реальность. Обидно, но Ева оказалась слишком юным избирателем. Теперь прийти на голосование она сможет только как минимум через 15 лет, когда станет совершеннолетней. Но Ева не расстраивается, понимает, закон есть закон. Тем более на участке у нее уже появились свои поклонники. Предлагает ей попробовать себя в новой роли. В качестве помощи, например, померить температуру. Только так, но, естественно, не голосовать. Голосовать, наверное, нет, но принимать участие как наблюдатели, думаю, да. Можно было поставить на измерение температуры, например, при входе. Можно было раздавать какие-то флаеры или листовки. Но, я думаю, работа бы роботу нашлась. Кстати, в ногу со временем уже шагают в Иннополисе. Здесь избирателей сегодня приветствует робот «Белый Аркаша», а его друг Кука раздает защитные маски и предлагает обработать руки антисептиками. Добро пожаловать на выборы президента Республики Татарстан. Пожалуйста, обработайте руки антисептическим средством и наденьте маску. Наталья Мезина, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань.
Итак, первый избирательный день завершен. Участки на сегодня закрыты. Впереди еще 2 дня голосования, и мы будем с вами все эти дни. А в воскресенье смотрите спецвыпуски каждый час и следите за событиями вместе с нами. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Я врач. Каждый день думаю, какая это ответственность. Помогать, лечить, обдумывать каждое слово. Поддерживать в людях уверенность, что все будет хорошо. Пациенты и их родные все понимают, все чувствуют. Хорошо, что сейчас все есть для работы. И в части лекарств, и в части оборудования. Все условия. Можно сконцентрироваться на главном. На здоровье. Татарстан. Приоритет на здоровье. Голосуй за Рустама Минниханова. Обновленный Nissan Qashqai X-Trail уже в наличии в автоцентре «Марка». Успейте взять первым с выгодой до 371 тысячи рублей. Звоните 4 пятерки 3 единицы. «Марка» собирает урожай. Только в сентябре Datsun от 392 400 рублей. Зимняя резина в подарок. Подробнее 4 пятерки 3 семерки и на Чуйкова 54Б. Сейчас правильно отдыхать у себя. Климат свой, родная среда, настоящий комфорт, все экологично. Все вопросы решат при мне лично. Медицина, бассейн, лечение подобрано. Здесь лучшие кадры персонала собраны. Телефон 386398. Здоровье и силы обратно привозим. Санатории компании «Татнефть». Курс на здоровье. Все в порядке? Кожа очень чувствительная, сохнет невыносимо. Попробуй родовитый актив. Защиту своей кожи от сухости в любую погоду доверяю ему. Открытие в Казанском цирке с 12 сентября. Фееричное большое цирковое шоу. Долгожданный шик и шарм во Дворце спорта. Приходите за покупками с 9 по 13 сентября. В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей. И за неделю поймал всех мышей. Холодильник течет и обрастает наледью, потребляет много электроэнергии. Не спешите избавляться от бытовой техники. Замените уплотнительную резину дверцы. Компания «Холодсервис» выполнит работу в кратчайшие сроки. Звоните 2 505 345. За шубой! Распродажа на Тверской меховой. Казанский ЦУМ с 16 по 20 сентября. Фестиваль «Золотая маска» в Казани представляет «Сон в летнюю ночь» театра «Мастерская Петра Фоменко». Москва. Спектакль «Феерия». 23 и 24 сентября на сцене театра имени Качалова. Билеты в продаже. Для зрителей старше 16 лет. КПК «Агрорусь». Здесь ваши сбережения растут. Пайщикам до 7,65% годовых. Можно все проценты сразу. 550-82. Мәскәү! Сезонны ачабыз. Айдар Галимов. Өр-яңа программа. 25 сентябрь. Космос концертлар залы. Без бик сагындык. Көтәбез сине, тамашачы. Бурычлардан канунлы арыну. Бердәм яклау үзәге. 260 97 41. Здравствуйте! О погоде поговорим через несколько секунд. Создайте свою уникальную, продуманную до мелочей кухню вместе с Данил Мастер. 3D-проект кухни, доставка и установка в подарок. Звоните 2-167-166. Казань, Восстание 23. Данил Мастер ценит каждого клиента. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево солнце покажется из-за туч и пригреет своим теплом. Осадки прекратятся, днем плюс 14. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге станет теплее. Осадки не ожидается, днем до плюс 17. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше малооблачно и тепло. Без осадков, плюс 16 градусов днем. В Арске, Кукмаре и Валтаси небо очистится от дождевых облаков. Будет вполне комфортно. В Болгаре, Доржином и Буинске потеплеет. Осадки не прогнозируются. Днем до плюс 18. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше будет солнечное тепло. Осадки маловероятны. Плюс 16 градусов днем. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рос». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли, хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Артрит, артроз, грыжа, операция. Стоп! Никаких крайних мер.
При боли в позвоночнике и суставах поспешите в «Доктор Ост». Самые грозные заболевания опорно-двигательного аппарата здесь лечат без операции и протезов. Новейшее оборудование и авторские схемы лечения. «Доктор Ост». За 12 лет отменили свыше 39 тысяч операций. Оцените все преимущества новых современных жилых комплексов от компании «Грань». Вам понравится здесь жить. Телефон 2-677-677. Мечта о своей квартире станет реальной. В жилом комплексе «Город-парк» новые горки. От строительной компании «Грань». Квартиры с качественной чистовой отделкой в кирпичном доме. Телефон отдела продаж 2-677-677. В Казани будет малооблачная погода, без осадков. Ночью около 12 тепла, а днем 18 градусов выше 0. Ветер западный умеренный. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 61%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.